Скифы – один из самых известных племенных союзов и одновременно один из самых загадочных. Где их прародина, какую территорию они занимали и почему история поздних скифов тесно связана с историей Крыма. Наибольшее внимание скифам уделял древнегреческий историк Геродот. В книге 4 Мельпомена, которая вошла в общую историю, автор подробно описывает территорию расселения скифов, их обычаи, быт, военные успехи, а также пересказывает 3 легенды происхождения народа, услышанные им от самих скифов во время путешествия в Северное Причерноморье. В первой легенде речь идет о 3 братьях по имени Липаксай, Арпаксай и Калаксай, сыновьях прародителя скифов Таргитая, которым с неба упали золотые дары – плуг, ярмо, секира и чаша. Но обладателем этих предметов смог стать только младший брат, от которого пошли басилеи или царские скифы, хранители священных даров. Сегодня ряд исследователей обращают внимание на тюркское имя прародителя и его сыновей и считают, что именно эта легенда является более других достоверной и имеет под собой реальную почву. Вторая легенда связана со скифской богиней Аппи, родившей от Геракла 3 сыновей. И здесь обладателем даров Геракла, лука и пояса с прикрепленной к нему золотой чашей стал младший брат по имени Скиф. Согласно легенде, от него произошли все скифские цари. 2 первые легенды связаны исключительно с территорией Северного Причерноморья. 3 же гласит, что скифы пришли из Азии, гонимые племенами массагетов. Как было на самом деле и какая из этих легенд отвечает действительности, мы уже не узнаем достоверно. Однако, безусловно, все они дают хороший материал для дальнейшего изучения этого племенного союза уже к VII веку до нашей эры, занимавшего территорию современной Украины, Белоруссии и европейскую часть России. В отличие от тавров и кемерийцев, прародиной скифов был Алтай – колыбель тюркских народов. Они прошли долгий путь, оставляя цепочку курганов от Алтая до нижнего течения Дуная. Их называют царскими курганами, так как в них хоронили представителей знати. Конечно же, на чужой территории скифы не хоронили бы своих правителей. И сегодня историки утверждают, что в лучший период скифского величия они занимали степи, лесостепи и пустыни Восточной Европы и Средней Азии от Нижнего Поддунавья до Алтайских гор. Это была огромная территория, и ею веками владели скифы, племенные союзы родственных между собой народов, представители древнего тюркского мира. Своего наивысшего расцвета скифы достигли в VII веке до нашей эры, когда появилось первое государственное образование – Великая Скифия, с центром в Северном Причерноморье и Крыму. Именно здесь разворачиваются самые интересные события в скифской истории. Согласно Геродоту, скифы разделялись на несколько крупных племен.
Господствующими были золотые или царские скифы. Они занимали Крым и Северное Причерноморье. Автор пишет, что это были самые доблестные и наиболее многочисленные племена. Левобережье Днепра делили скифы-кочевники и скифы-земледельцы. На правобережье Днепра в бассейне Южного Буга обитали калипиды или эллино-скифы, севернее их – скифы-пахари. В античных источниках упоминается целый ряд других племен, обитавших в Скифии или сопредельных территориях, как родственных скифам. Но хоть они и жили по-скифски, скифами Геродот их не называл. Уже в VII веке до нашей эры скифы вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и торговлей. Они прекрасно развивали свою экономику, которая приносила им стабильный доход. Во главе стоял вождь, или, как его называли соседи эллины, царь. Его власть была наследственной и обожествлялась. Но и она ограничивалась советом знати и народным собранием. На первом месте у скифов была военная организация, что способствовало формированию военной аристократии. Подтверждает это и Геродот. Он пишет, что среди всех известных нам народов только скифы обладали одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, нападавшему на их страну, они не дают спастись, и никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого. Древние авторы характеризовали скифов как смелых, отважных и бесстрашных воинов, не знавших поражений. Отчасти это было так. Примером может служить военная кампания персидского царя Дария из династии Ахеменидов против скифов. Около 512 года до нашей эры царь Дарий выступил против скифов. Он был уверен, имея под своим началом огромную армию профессиональных солдат и множество боевых кораблей, что одержит победу. Дарий, у которого за плечами были одни победы, еще не знал, с какой силой на этот раз ему предстояло столкнуться. Именно здесь наиболее проявилась военно-политическая сплоченность скифов. 3 скифских лидера – Иданфирс, Скопос и Таксакис – приняли решение не вступать с персами в открытое противостояние. Они применили веками проверенную тактику выжженной земли. Территория Скифии была большой, и они могли себе позволить отступать, угоняя с собой скот, уничтожая траву, засыпая колодцы и источники на пути персидской армии. Скифы вели постоянное наблюдение за продвижением персов, оставаясь при этом невидимыми. По сути, это была партизанская тактика ведения войны. Скифы изматывали персов на своей территории, а их конница постоянно напоминала противнику о своем присутствии и нападала на отдельные отряды персидской пехоты, истребляя их. Согласно Геродоту, долгое преследование скифов вглубь их территории истощило армию Дария. Не имея достаточных запасов продовольствия и возможности вступить в открытый бой со скифами, Дарий решил отступить. Постыдно бросив больных и раненых воинов, часть обоза и оставив свой стан с зажженными кострами, чтобы скрыть от скифов внезапное отступление, ночью персы двинулись в обратный путь. Готский историк IV века Иордан, ссылаясь на недошедшие до нас источники, сообщает, что Дарий провел в походе полных 2 месяца и потерял в утомительной войне 8000 своих воинов. Благодаря Геродоту мы знаем, что Дарий вторгся вглубь Скифии, перешел Дон, так ни разу и не сразившись со скифами в открытом бою. Другие же авторы утверждают, что скифы не пустили персов так далеко, и Дарий смог продвинуться только до территории современной Бессарабии. Как бы там ни было, поход в Скифию великого полководца персидского царя Дария, завоевавшего Индию, Мидию, Сирию, Египет и многие другие азиатские страны, закончился полным поражением. Дарию не удалось покорить скифов. После этой войны скифы совершили успешные походы в Переднюю Азию и Фракию. Здесь они вступили в контакт с восточными цивилизациями и античным миром,
что не могло не обогатить культуру бывших кочевников. Отныне Скифское царство входит в тесное общение со всем культурным миром эпохи и как мощная сила заявляет о себе в политической истории. На рубеже V-IV веков до нашей эры скифы активизировались на юго-западных рубежах страны. Экспансия во Фракию усилилась при царе Атее, вероятно, объединившем Скифию под своим началом. Об этом свидетельствует географ Страбон. Атей, воевавший с Филиппом, сыном Аминты, кажется, господствовал над большинством тамошних варваров. Это вызвало войну с македонским царем Филиппом II, отцом знаменитого Александра Македонского. Современные исследователи считают царя Атея единоличным правителем скифов. При нем Скифия достигла апогея своего могущества, став централизованной державой. В государстве уже существовала ярко выраженная социальная иерархия и четко организованный аппарат управления на всех уровнях власти. Скифы имели собственное развитое производство, обширную торговлю, чеканили царскую монету с именем Атея. И главное, их лидер вел успешные военные действия во Фракии, угрожая городу-государству Византию, и на равных вел себя создателем македонской державы Филиппом. Именно с именем Атея связано возникновение первой скифской столицы на Днепре. Сегодня она известна как Метрополь или Каменское городище в Запорожской области Украины, площадью около 1200 гектаров. Возникло оно в конце V века до нашей эры и было административным и торгово-экономическим центром степных скифов. Здесь же находится около 30 курганов, датируемых IV веком до нашей эры. Это скифские усыпальницы царей и знати в Поднепровье. Среди них выделяется грандиозное сооружение высотой около 20 метров и 110 метров в диаметре. Археологами он назван курган Чертамлык. Возможно, именно в нем нашел вечный покой царь Атей в 339 году до нашей эры, погибший в битве с Филиппом Македонским. Но здесь следует еще сказать, что правление Атея совпало с буквально культурной революцией в Скифии, которая пришлась на IV век до нашей эры. Погребения новых вождей или царей превратились в богатейшие собрания произведений искусств, драгоценного оружия, украшений, предметов культа и обихода. Прежде всего, это связано с тем, что скифы верили в загробную жизнь, которая им представлялась как продолжение земной. В связи с этим в погребальную камеру рядом с усопшим клали все необходимое для путешествия в загробный мир. Обнаруженные в курганах находки свидетельствовали о том, что степные народы не только были хорошими скотоводами, но и превосходными кузнецами, золотых дел мастерами, шорниками, изготовителями луков, плотниками, колесниками, гончарами, не говоря уже о пряхах, ткачихах, изготовительницах войлока, создавших шедевры рукоделия. Так стала создаваться коллекция скифского золота. Основная ее часть происходит из причерноморских степей, из так называемых царских курганов. Что касается курганов знатных воинов, то их хоронили с оружием. Короткие мечи акинаки с золотыми обкладками ножен, масса стрел с бронзовыми наконечниками, колчаны или гориты, обложенные золотыми пластинами, копья и дротики с железными наконечниками. В богатых могилах часто встречалась медная, золотая и серебряная посуда, расписанная керамика и амфоры с вином, разнообразные украшения, часто тонкой ювелирной работы скифских мастеров. В конце III – начале II века до нашей эры административный центр Метрополь или Каменское городище приходит в упадок, уступая место новой столице, но уже в Крыму. Очень скоро ее узнают как Неаполь скифский.
В Крыму еще с VII века до нашей эры скифские племена расселялись неравномерно. На востоке границей их обитания становится Керченское побережье. На западе скифы расселились вдоль прибрежной полосы от устья Бельбека до Колос-Лимена. На юге заняли главную гряду Крымских гор. В степной части скифы селились неохотно, однако это им не помешало потеснить в предгорье кемерийцев. Что касается тавров, живущих на облюбованных скифами территориях, то здесь дело обстояло иначе. И скифы, и тавры мирно сосуществовали на полуострове. Наиболее ранние скифские курганы в Крыму относятся к VII веку до нашей эры. Самый известный из них – это Куль-Оба, холм пепла, расположенный недалеко от Керчи. Вероятно, здесь был погребен знатный скиф или даже царь со своей супругой. Более 80 городищ и небольших селищ скифов располагались на Тарханкутском полуострове, близ современной Евпатории, вдоль торговых путей и восточной части Крыма, юго-восточной и за пределами полуострова на материке. В IV веке до нашей эры на полуострове появляются крупные города. Всего их было 4, но столицей был Неаполь Скифский, площадью 20 гектаров. Возник он на месте таврского городища Керменчик. Кроме этого, почти в каждой долине возвышались укрепления, которые уже к VIII веку нашей эры преобразятся в каменные крепости и замки. Их возведут уже смешавшиеся потомки тавров и скифов. Яркие образцы, дошедшие до нас – Эскикермен, Мангуб, Пыскермен, Тепекермен, Бакла и другие, пережившие и эпоху Средневековья. Скифы оценили благодатный крымский климат и плодородную почву. Возможно, именно поэтому Геродот говорил о том, что на полуострове проживают самые многочисленные царские скифы. К IV веку до нашей эры в Крыму скифы развили земледелие и пастушечье скотоводство. Они разводили овец, крупный рогатый скот, а вот что касается свиней, то Геродот подчеркивает, что их, в отличие от других животных, никогда не приносили в жертву, и более того, скифы не хотят разводить этих животных в своей стране. Скифы занимались пчеловодством, коневодством. В этот же период торговые контакты с античным миром становятся постоянными и прочными. Скифы вывозили зерно, шерсть, мед, воск, лен. Купцы Неаполя Скифского вывозили крымскую пшеницу даже в порты Мраморного и Средиземного морей. Бывшие кочевники становятся искусными мореплавателями, составляя конкуренцию эллинам. Именно в этот период Черное море часто называют скифским. Нередко в столицу Крыма доставлялись заморские вина, ткани, ювелирные украшения и другие предметы искусства. Скифы верили в своих богов. Их пантеон не был велик. Главная богиня Табити, бог Папай и его жена Апи. Постепенно складывается собственная скифская культура. Она войдет в историю искусства как скифский стиль. В I веке нашей эры римский автор Квинт Курций Руф писал: «Сии скифы гораздо образованнее других варваров. Среди них встречаются люди весьма умные и просвещенные, коих только можно найти в таком народе, который никогда не выпускает из своих рук оружие». Во II веке до нашей эры возникает позднескифское государство. Скифский царь Скилур на рубеже III-II века до нашей эры расстроил и укрепил столичный Неаполь Скифский. Известно, что он стремился подчинить своему влиянию эллинский Херсонес, который находился под покровительством его современника понтийского царя Митридата. В борьбе за власть Скилур погиб и был похоронен с царскими почестями в мавзолее Неаполя Скифского. Недавно найденные останки Скилура показали, что царь был сильным человеком, который умер в возрасте около 45 лет. Однако ряд исследователей до сих пор ссылаются на советского ученого-ирониста осетиноведа Василия Абаева,
Последний в своей книге, изданной в 1949 году «Осетинский язык и фольклор», категорично и безапелляционно заявил, что скифский язык – это иранский язык. Другая же группа специалистов уверены, скифы были тюркоязычными. Они ссылаются на более ранних авторов. Так, итальянец Альберт Кампезе в своем письме к папе Клименту VII, написанному около 1524 года в Крыму, сообщал: «Скифы, ныне называемые татарами, народ кочевой, из давних времен славящийся своим воинственным характером». Английский посланник Джильс Флетчер, описывая крымских татар в 1591 году, писал: «Это тот же самый народ, который греки и римляне называли иногда скифами, намадами или скифскими пастухами». Венецианский посол Марко Фаскарини в своем донесении о Московии в XVI веке отмечал: «К востоку живут скифы, которые называются ныне татарами». Михалон Литвин, посол в Крымское ханство в XVI веке, говорил, что хоть мы считаем татар варварами, но они гордятся воздержанностью своей жизни и древностью своего скифского происхождения. Французский капитан Жак Маржерет в своей книге о Московии в 1607 году писал: «Словом, скифы еще и сегодня называют татар, которые прежде были повелителями Московии». Российский историк Василий Татищев, опираясь на недошедшие до нас документальные источники, говоря о крымских татарах, отмечает, что татары – остатки древних скифов, и онная история к ясности татарской не бесполезна. Другими словами, признавал, что далекими предками коренного народа Крыма являются скифы. Юрий Дроздов в своей книге «Тюркский период европейской истории» пишет, что в исторических письменных источниках всех эпох и периодов не встречается ни одного, даже минимального намека на персоязычность скифов. В противовес ошибочной теории Абаева достаточно лишь привести сравнение хозяйственной деятельности, образа жизни, быта, материальной культуры, питания, одежды, верования, боевого искусства и других обрядов скифов, тавров, кемерийцев и других тюркских народов, чтобы понять, насколько ошибочны мнения ученых, относящих скифов к иранскому языку и культуре. Более того, у скифов считалось, что человек, не знавший свою родословную до 7-го колена, считался неполноценным. Потомками скифов, проживавших в Крыму, являются крымские татары степной и предгорной части Крыма, создавшие свою субэтническую культуру. Гораздо позже на территории, которую византийские авторы продолжали называть Скифией, появятся другие народы, которые создадут государственное образование Сарматию и античные города-государства.